Начнем, наверное, мы с Жиганова, с Назима Гаязовича Жиганова, вальс из балета «Зюбра». Очень трепетный инструмент, очень реагирует на температуру. Да, да. Изменяет строй. Трости тоже бывают разные. Трости бывают разные. Белые, желтые, трости. Как трости, так и может штуки бывают разные, потому что Мария Андреевна может вам кое-что рассказать о джазовом штуке. Да? Да, ну джазовый штук отличается, конечно. Не знаю, все пианисты, наверное. Нет. Джазовый мундштук, конечно, во-первых, отличается пастью. Как правило, все-таки вот это вот отверстие, которое называется пасть между тростью и самим мундштуком, как правило, шире. И внутри совершенно другая камера, он по-другому расточен. Соответственно, по-другому совершенно преобразуется там воздух. И получается совершенно другие обертоны, другие звуки. Поэтому невозможно играть на классическом мундштуке джаз, потому что он не даст такого сочного тембра. Но и на джазовом мундштуке невозможно играть классику, потому что в каких-то моментах он просто неуправляемый. Поэтому он сам свингует, сам по себе. Да, он своей жизнью живет, и поэтому, как правило, в хорошем случае у нас 2-3 мундштука. Кого-то это целый чемодан, кто может себе позволить. Ну, по крайней мере, у меня 2 в работе, один такой еще по настроению. По настроению. Да, и надеюсь, что еще будет один. Представляете, у нас